ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 11:40. Спортивный комплекс «Нефтяник». Турнир по мини-футболу среди школьников проходит в 7-й раз. 30 женских команд, 4 возрастные группы с 3 по 11 класс. Играют по упрощенным правилам. Среди них сокращенные таймы, лояльное отношение на касание мяча руками. Главный судья отмечает, некоторые законы мини-футбола не знают не только дети, но и учителя. И это далеко не единственная проблема. В школах не хватает и мячей. Не только, наверное, футбольных, и волейбольных, и баскетбольных. Это, наверное, беда всех школ. Вот именно сами команды не готовы к этому турниру. В первую очередь, это по форме посмотреть, кто играет, кто в чем. И футболки разные, и шорты разные, без гетов, тем более без щитков. А должны играть форму. Одинаковые футболки, одинаковые шорты, одинаковые гетры и щитки. Этого нет ни одной команды. Возможно, это совпадение, но одинаковая форма дисциплинирует. Среди фаворитов те, у кого ко внешнему виду меньше всего претензий. Закономерно СОШ номер 2 со спортивным уклоном, их конкурент СОШ номер 5. Девочки этого учреждения за первые 1,5 часа проводят 2 матча, оба с победой. Соперниц из школы номер 10 девочки громят с первых минут встречи. Первый тайм 3-0, второй 5-0. Победа в сухую. Неудивительно, ведь половина состава, 3 человека, призеры первенства России. Если они слышат и видят, и рекомендации выполняют, то есть они помогают даже девочкам в защите поиграть. Так девчонки молодцы. Занимаются у Иркена Смогилыча, нравится им. Первые победы вдохновляют детей. После школьных турниров многие записываются в спортивные секции. Финалы среди девочек запланированы на разные дни. 9 октября у старших, у всех остальных в понедельник 12-го. Соревнования среди юношей стартуют через неделю.